Добрый день. Мы сегодня обсуждаем то, что случилось на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, что могло случиться, и вообще саму обстановку. У нас в гостях сегодня Оразбек Молдалиев, политолог, кандидат политических наук, эксперт по вопросам безопасности, и Мунар Исенбаев, кандидат юридических наук и специалист именно по границам. Да? Вы много лет проработали по границам, полковник запаса. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Вам спасибо, что вот пригласили. что реально произошло, то, что пишут в СМИ и говорят, это соответствует тому, что в реальности там произошло. Кто из вас первый? Ну, старший по возрасту пусть начнет, и более опытный товарищ. Ну, здесь Бисмарк говорил в свое время. Так много не урод, как во время войны, перед выборами и после охоты. И вот то, что ваш интерес, что произошло, как вот это очень правильный вопрос. Мы сейчас должны оценить, обсудить. Ну, конечно, не так много времени прошло, тем не менее отрывочные сведения поступают. Потом у нас сейчас наряду с информацией идет еще дезинформация. Фейковые новости идут еще, поэтому нам надо разобраться действительно, что произошло и что нам надо делать в этой ситуации. То, что произошла вооруженная агрессия, это факт. Агрессия, с нашей стороны провокации не было. Это было целенаправленно организованное мероприятие таджикской стороны. Первая цель была открыть дорогу, расчистить дорогу в Орух, соединить территорию Таджикистана. Коридор. Потому что должностные лица Таджикистана, в том числе руководство МИДа, заявляли, что Орух не анклав. Это говорит о том, что они должны были это доказать, что это не анклав. Это вот, потом многочисленные были публикации, высказывания, что это наша территория, тут это не анклав, это просто в явочном порядке якобы мы заняли. Они забывают о том, что когда Союз распадался, Советский Союз, стал вопрос, как проводить границы между союзными республиками. Тогда хорошо, в Алмате договорились, что сегодняшние административные границы между союзными республиками Советского Союза будут государственной границей, а потом будут уточняться на месте, если есть спорные вопросы, делимитации, демаркации. Вот что и происходит сейчас. Мы с Китайской Народной Республикой границу определили, с Казахстаном определили, с Узбекистаном уже на завершающей стадии вроде выходим, а с Таджикистаном где-то около половины описанных участков. И то каждый раз меняется ситуация. Вот, поэтому то, что вот хотели, они говорили, что это не анклав, тоже хотели доказать, что это не анклав. Потом, почему они атаковали водозабор Головный? Хотели доказать, что это тоже ихние, никакой не кыргызской стороне, хотя все специалисты знают, что это на нашей территории находится, но это наши специалисты знают, а таджикская сторона и другие государства не знают об этом. Поэтому они хотели поставить перед фактом. Потом еще вот посмотрите, по какому направлению шло нападение вооруженного направления. Они хотели вообще превратить Лялякский район в анклав. Если бы коридор они пробили бы, да, Лялякский район оказался уже как бы анклав, могли занять территорию Лялякского района и с далеко идущими последствиями. Могли, но это просто наши догадки такие. Но направление говорит о том, что вот такие направления были. Ну здесь что усыпляло бдительность? Вот такие закидывания камнями, потом единичные стрельбы, потом демонстрация оружия. И раньше бывало. Вот как-то местное население и с определенных сторон, и наши тоже привыкли к этому. Вот усыпляло несколько бдительность. Вот наши пограничники тоже говорят, что они тоже думали, наверное, вот закидывают камнями. Как всегда. Как всегда.
к чему они привыкли, и прекратятся. Но на этот раз, видите, они подтянули тяжелую артиллерию. Но из минометов они, бывало, и раньше стреляли. А сегодня уже на этих днях уже бронетехнику подогнали, вертолеты применяли, дроны применяли, и с вертолетов стреляли авиационными Нурсами, неуправляемыми ракетами. управляемыми ракетами. Нурсами, да. Да, Нурсами, да. Так что это уже говорит о том, что на сей раз. И еще один момент я хочу отметить. В это время проходило заседание ОДКБ в Душанбе. Организация договора коллективной безопасности, членами которой являются и Таджикистан, и Кыргызстан. Министры обороны встретились и встречались с секретарем Совета Безопасности. Никто из них никакого заявления не сделал. Даже не поднимали вопрос на заседании? На заседании могли поднять вопрос, чтобы поставить повестку дня. Обсудить это, даже об этом не говорили. Могли просто сделать заявление. Так что вот это тоже было продумано хозяевами мероприятия, что находясь на территории Таджикистана, они не могли осуждать. Обычно как-то вот протокольные мероприятия вот такие. Они вот население, значит, они не осуждали, никаких вопросов не поднимали, значит, это виновата кыргызская сторона, как бы под текстом. А это тоже было продумано. Теперь Заранее, информационная атака очень сильно идет, информационная война таджикской стороны, они больше на таджикском языке, дезинформация для населения очень идет, что это была агрессия кыргызской стороны, что это наши территории Таджикистана мы, оказывается, давно занимали. А вот идеологическая подготовка идет уже с самого начала 90-х годов. Историк таджикский написал книгу Рахмасов, он Таджикистан история топорного раздела. Вторая его книга называется «Таджикистан. История с грифом совершенно секретно». Там обосновывается, этот историк пытается обосновать, что наши все территории это мы просто кочевые народы. Узбеки, казахи, кыргызы, а все это была территория Таджикистана. Что наши историки, многочисленная армия, никто обоснованного ответа не давал на эти публикации. Они выпущены, они на русском языке, нет на таджикском. Поэтому... История топорного раздела, да? Да, Таджикистан, двоеточие, история топорного раздела, понимаете? Был топорный раздел, значит, это неправильно, уже претензии уже на название. У них претензии даже у таджиков, претензии на Бухару и Самарканд. Президент неоднократно их Рахмон заявлял, мы все равно заберем Самарканд и Бухару. Видите, у них какие далеко идущие планы. Ну там население действительно таджикское. Да, но государственное образование, период Хаканского ханства, период Бухарского эмирата и Хорезмского ханства, у руля властителями были представители узбекской кочевой династии. В Хаканском ханстве совместно с узбекской кочевой династией правили кыргызские и кипчакские феодалы правили. Вот Алымбек Датха почему там был, помните, да? Алымкул, Аталык, вот эти. Ширалы. Да. Ширалы ханы вот это были. Вот тогда к вам вопрос. Да. Действительно, вот как сказал предыдущий наш эксперт, узбекские средства массовой информации пишут, что не 29-го вот эта атака началась, да, а еще 28-го в перестрелке убили много таджикских граждан, что вот там якобы, ну, закидывали камнями и так далее, а потом позвали на холм людей, и люди вышли, думали, вот какие-то переговоры будут между собравшимися людьми, а в это время их просто расстреляли. Насколько это... Не, ну это не соответствует сути, это дезинформация со стороны таджикских специалистов, так называемых. Дело было так, вот я как специалист по пограничной безопасности, я эту проблему изучаю, уже лет 20 изучаю. У меня есть много публикаций на эту тему. И вот дело было как было. Почему в какой-то мере это события оказались неожиданными для наших силовых структур? Вот как предыдущий эксперт сказал, что они думали, что это будет обычное закидывание камнями, то есть на уровне пограничного инцидента, пограничного конфликта.
думали. Поэтому не придали значения. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у нас очень слабо организовано мониторирование ситуации на границе. И разведка. Она включается. Да. Она включается. Она как элемент этой системы Да-да. мониторинга. Этим мониторингом занимаются же не только разведслужбы Кыргызстана, других государств, но должно заниматься и Министерство иностранных дел. Для чего там сидит наше представительство, правильно? Посольство. Они должны по своим каналам тоже получать информацию. И одной из их работ, деятельности является информационное обеспечение, значит, принятие государственных решений на уровне премьер-министра и президента. Вот одной из задач МИДа. Правильно же является? Мгм. В этом плане, я говорю, слабая аналитическая работа. Вследствие этого наши не придали значения. Хотя информация была. Вот они, вот Ташиев, представитель КНБ, говорит, да, информация была, но мы не придали значения, он говорит. Это говорит о том, что слабо была аналитическая работа поставлена. Если поступает информация о том, что из анклава Варух эвакуируют тайно при этом, тайно, негласно эвакуируют детей и женщин, при этом заниматься отрывкой окопов и подтягивать технику, это вот первый сигнал для специалистов о том, что что-то там готовится. А там они эвакуировали, да? Да, Заранее. За несколько дней они эвакуировали негласно. Вот я вот смотрел передачи, там вот есть такая женщина, надо сказать, выдающаяся женщина. Как ее зовут? Разия. Разия, да. Мгм. Она представитель этого аильного Совета. совета, да. Кокташ, вот это настоящий женщина, патриот. Она работает не хуже сотрудников спецслужб работает. Она говорит, мы знали, что специально завезли от 500 до 1000 человек, говорит, завезли, переодетых в гражданскую форму одежды, военнослужащих по манере поведения, говорит. И поместили их в различных школах, поместили. Мгм. Мгм. Я об этом, говорит, руководству области информацию давала, сообщали, но руководство области не приняло к сведению. Ведь посчитало, что это просто обычное закончится вот этим закидыванием камнями. В этом была наша ошибка. Вот в чем дело. Если бы наши среагировали, наши аналитики сделали правильные выводы и предупредили, что ожидается крупная военная провокация ожидается. Вот по моему мнению, вот и, может быть, коллега мой согласится, я так считаю, что таджики, тут план у них был такой. Мгм. Вот как сказал предыдущий эксперт, захват участка, где-то он составляет от 5 до 6 километров, от Воруха до материковой территории Таджикистана, захватывают вооруженным путем, прикрывают дорогу, ведущую из Ош, из Фана, вот где район Торткача, как раз там идет пересечение дорог, 4 дорог. Дорога, ведущая в Ворух, дорога, ведущая в этот, Лейлек ведущий. И мне кажется так, почему одновременно были осуществлены вторжения со стороны Лелекского отряда? Это 100 километров от Воруха. Да? Там В на другом месте совсем, да? 100 километров, да. Мгм. Они захватывают населенные пункты, наши Арка-1, Арка-2, Максат и Джанджир. Захватывают, сжигают все дома. С какой целью? Мне кажется так, это была цель сделана для того, захватить эту территорию, Воруха, и территорию Лелекского района. Путем нагнетания обстановки возбудить у населения страх, у киргизского населения, панику, для того, чтобы они ушли оттуда. Мгм. Ушли оттуда. И удерживать эту территорию в течение нескольких месяцев. Для чего? Для того, чтобы в последующем побудить кыргызскую сторону пойти на уступки по территориальному вопросу. Вот это Согласиться с тем, что они предлагают, да. случилось. Да. Но хорошо, благодаря мужеству, надо отдать должное мужеству и подготовленности, да, военнослужащих пограничной службы и внутренних войск СССР. Вот от нас погибло 3 военнослужащих. Это капитан Максат Улу, потом этот, как его фамилия его? Мунар. Нет, Мунар, этот, так, Куанычбеков Эсентур и Нурсултан Манасулу и прапорщик Юдасов. 3 погибших. Это 2 офицера звания капитан и Юдасов прапорщик. Значит, они погибли. Почему погибли? Потому что оказывали сопротивление вторгшемуся противнику. Да. Вот таджикская сторона официально не заявляет о своих потерях. Вот по данным журналистов ОЗАДИ,
они по фактам, отрывочным фактам создали картину, восстанавливали картину. Список Список, опубликовали, да, опубликовали. Сейчас 19 человек. Из них, оказывается, 9 человек военнослужащих пограничного состава Хаджало, все Хаджало. Из них там 3 офицера погибло. И еще один 10-й капитан милиции погиб, тоже сотрудник ОМОНа МВД. Мгм. Это говорит о чем? Говорит о том, что столкновение шло именно между военнослужащими. Наши военнослужащие не стреляли по гражданским, они стреляли по военнослужащим, которые вторглись на нашу территорию. И при этом сравните потери. У нас 3 офицера и у них 10. Это говорит о нашем духе. Второй вопрос. Честь и хвала военнослужащим спецназа ШЕР, которые в течение нескольких часов, их всего было 10 человек, из них 8 человек было ранены. Будучи ранены, они отстояли головной, пока на помощь не пришли военнослужащие спецназа БРУ погранслужбы. Вот только благодаря мужеству этих парней мы сохранили территориальную целостность. Потом, таджикская сторона, оказывается, это готовила, заранее готовила. Вот сейчас информация идет в средствах массовой информации со стороны Таджикистана о том, что, оказывается, руководство ряда министерств, вот, например, МИД Таджикистана, был против этой акции. Ага. Да, они учитывали какой факт? Они докладывали руководству Таджикистана о том, что нельзя, не стоит этого. Почему? Потому что таджики надеялись на слабую подготовку наших стороны. Почему? Потому что у нас идет политическая турбулентность, идет, значит, неустойчивость политических институтов. И они надеялись под шумок захватить вот эту территорию Лелекского района и Варух освободить, понимаете? И руководство МИДа не рекомендовало начать. Так же, как и руководство Министерства обороны. Почему? Оборона тоже был против? Да, оборона тоже было Министерство обороны. Почему? Потому что у них мобилизационные резервы, оказывается, недостаточные. Поэтому в Таджикистане ловят солдат в армию, вы знаете, помните, да? Показывали ситуацию. Прямо на улице ловят, как солдат ловит милиционеры, и потом идут в военкомат отправляют. Молодых людей ловят. Молодых и в армию отправляют. Поэтому у них, вот с этой точки зрения, руководство Таджикистана, в частности, семейство Рахмона, не послушалось их и начало вот эту авантюру свою. Именно семейство? Ну, там в окружении семейства. Окружение. Управляет семейство, уже они говорят, 20, сколько уже лет? Он с 92-го года управляет же, да? Да. Да, 92-го года управляет уже. Но при этом, вот я вот хотел бы запомнить, вот наши специалисты говорят, что вот я недавно читал выступление Акаева, написал Акаев, что в 97 году вот этих голодных, ободранных вот этих таджиков, я сам лично встречал, вот я тогда проходил... Это во время войны? Да, в Гражданской? 92-93 году. И меня вот был такой генерал Васько, если помните, да? Да. Генерал Васько был начальник пограничных войск Российской Федерации. Я проходил службу там. Он меня лично отправлял. Он наш земляк. Да, наш земляк. С Александровки. Да. Ага. Генерал-лейтенант Васько. Вот он лично меня направлял для урегулирования ситуации на Памирский тракт. Я лично встречал этих беженцев с Афганистана, таджиков. Голодных этих мы встречали их. И потом переправляли их в Джергитал, переправляли. И вот эта доброта была забыта правящим курсом этого Таджикистана. Вот Мунар знает, Саныч, мы, когда началась гражданская война в Таджикистане, 5 лет шла гражданская война, афгано-таджикскую границу же мы охраняли. Ага. Министерство обороны охраняло, да? Министерство обороны охраняло. Месяц туда выезжали, потом через месяц следующая группировка едет. Вот таким путем мы до нормализации отношений охраняли. Потом в отношении помощи беженцам. Ленинабадская область, сейчас там в основном население узбекское. Они бежали в Узбекистан, Каримов их всех обратно вернул в Таджикистан, сказал, нет, мы не принимаем беженцев. А мы наоборот приняли всех беженцев с Таджикистана, где-то 16-18 тысяч человек было. Многие остались у нас, беженцы. Шартрусского района, особенно Да, Шартрусского района, да. да. Это как Потом, раз на юге Таджикистана. Насчет продовольственной помощи и все прочее, чем могли мы делились, мы давали соседним государствам. Вот. Единственное, вот всегда заявлял о том, что вот мы не забудем помощь братского кыргызского народа. Акаев нас посадил за стол переговоров, способствовал налаживанию мирной жизни. Да? Саид Абдулла Нури всю жизнь говорил до своей смерти. Он Лидер оппозиции таджикской. Объединенной таджикской оппозиции лидер Саид Абдулла Нури. И нынешний президент Эмомали Рахмонов, он ни разу об этом не говорил официально.
Хотя Саид Абдулла Нури говорил, я с коммунистом за стол переговоров не сяду. Но Акаев уговорил, ну эту ситуацию вы все знаете, повторяться не будем, но здесь, в Бишкеке, как раз они впервые они сели за стол переговоров вдвоем. Вообще с ними вели в разных комнатах посредники. После этого уже мирный процесс начался. В Москве продолжился, потом в Тегеране были переговоры, и в Москве потом подписали соглашение таджикское перемирие. В Бишкеке сколько раз встречались? Сначала Бишкека первый раз посадили, а потом уже дальше уже продолжались, уже легче было вести. Как раз Аскар Акаевича тогда мать умерла. Даже он сказал, что вот у меня мать умерла, я могу даже не пойти на эти мероприятия, пока вы за стол не сядете. Вот Саид Абдулла Нури говорит, я вот как мусульманин, это я вообще не мог, говорит, отказать. Я все, говорит, думал, говорит, ладно, хорошо, я согласен сесть за стол переговоров. Потом, помните, 99 год, вторжение исламского движения Узбекистана. Откуда они появились? Они Через Таджикистан? Вот я вот хочу рассказывал. сказать. Вот это Да. по моей части. Вот. Они жили в Каратегинской зоне, база была у них. Да. Вот к тому, что у нас информация была открытой печати. Средств массовой информации, вот там организации кыргызов Таджикистана, Бордоштар, Дармакул, он писал, Саид Абдулла, это Джуман Намангани готовит вторжение в Узбекистан. Они в Каратегинской зоне, боевики есть и так далее. Они же помощь получали с Афганистана. Они же спокойно прошли через И постоянно Таджикистан, проходили. Постоянно ходили. Еще это реализовали. Помните, вертолет летал. Да, Вертолет Мирзазиёев был министром МЧС. да. Вот на вертолетах они боевиков сюда привозили. И мы возмущались. Вот я встречался с узбекскими коллегами по линии КГБ и по линии МВД. Они говорят, Мунар Александрович, их таджикам нельзя верить. Говорит. Вот поверьте нам, нельзя. Вот действительно нельзя верить. Будучи союзником, они... Ну, не всем, наверное, а вот тем, кто руководство- там... да. Не, руководство, это глава руководства, они обеспечили Он проход. министр чрезвычайной ситуации. Он член правительства Вертолет Таджикистана. Министерство чрезвычайной ситуации выделял. Боевиков привозили они. Об этом и Узбекистан, и лидер Узбекистана тоже говорил. Каримов тоже говорил, Ислам да. Абдуганиевич. Когда уже в 2000 году через Россию было вторжение, они сказали, да, вот ваш министр Возит. оказал содействие Боевикам, переброске боевиков. А вот когда в Бишкеке была встреча, в 1999 году по линии ДКБ, Рахман обещал, все, больше мы не пропустим через территорию. Ничего подобного. В 2000 году снова пришли. Снова пришли, в 99-м, 2000 Они году, вот да. могут заявлять и могут тут же не выполнять эти обещания. А вот про Ворух. Говорят, там сконцентрировано очень много нелегального чего. Ну вот там я вот скажу, вот такие, сейчас есть информация открытой печати о том, что бывший полевой командир ОТО, вот этот Искандаров Махмад Шох, Шох, да. да, сейчас потом, Шоха, которого зовут, да? ну его кличка Шох, а его зовут Махмад Шох, зовут его, Да. Искандаров. Значит, он неоднократно выступал, вот про него недавно написал статью хорошую Турсунбай Бакирову. Турсунбай Бакирову в 1999 году участвовал в освобождении заложников наших из этого плена идушников. И вот он говорит, пишет про него, он был на побегушках у Джумабая на Мангане, у военного лидера исламского движения Узбекистана, и у их лидера, у Тахира Юлдашева, говорит, был. На побегушках был вот это. Просто он решал свои меркантильные интересы, значит, якобы поддерживая киргизскую сторону, якобы так. Вот его, видите, до сих пор. Вот тоже Он сейчас где находится? он в Таджикистане, он... Нет, в Орухе или... Нет, он в Бустоне, он начальник милиции Бустона сейчас. Ага. Вот он, говорит, раздавал оружие лицам таджикской национальности. Вот я посмотрел по фотографиям, там многие, если вы знаете вот различия, вот большинство жителей этой Сагдийской области, у них тип лица другой, типаж. Да. У них сглаженные, они больше, с узбекскими что-то есть. Ну, там же большинство Узбеки, узбеки, да. 90% Да, населения. то есть черты лица другие. А вот там бардачи, это чистый вид, афганский вид, то есть это представители Кулябской области и Курган-Тюминской области, ну, Хатонской области. Там, по типажу я вижу, это южные вот эти таджики. И в Орухе кто из них? Вот там и те есть и те. появляются, да вот в чем дело. И вот я считаю, что вот это нарушение, это
Их можно, вот этих гражданских лиц, таджикского национальности, которые стреляли, их можно обвинить в наемничестве, понимаете? Можно подвести под наемничество. Потому что они форму не одевают, но стреляют против киргизского населения. И вот, смотрите, вы говорите, должны были оккупировать, да, Лейлекский район? Захватить, скажем. Захватить. Удерживать определенное время, потом, Сколько? ну, примерно до 2-3 месяцев, с одной задачей, и чтобы там, посеяв панику среди киргизского населения, чтобы они оттуда покинули. И тогда можно И уже тогда спокойно можно с позиции силы, де-факто с что-то- позиции силы можно решать вопрос возврата этого Варуха в прежнем состоянии, как они хотят, чтобы не было анклава, и оторванную часть Лилекского района, там спорные Арка, Арка-2, Махсат, Кулунду, вот эти все места. Но вот по некоторым картам получается, вот это Арка-1, Арка-2, там есть Катаган село, да, Максат, вот эти, они находятся по карте на территории Таджикистана. Ну, это таджики считают так. Нет, есть карта. Нет, вот там два таких момента. Они используют, там есть два вида карты. Вот, если использовать цифровизацию, по линии Google Да. они Они переходят... могут сместиться, да. Да, сместиться. Google сместил их в пользу Таджикистана, Да. Яндексы, они на территории Кыргызстана. Ага. За основу переговоров таджики берут карту 24-27 годов. Мгм. И считают, что вот по этой карте нужно проходить границу. Да, но с тех пор, сколько времени прошло, шли взаимоуступки, освоение земель шло. Поэтому в 1992 году было принято решение, Алматинская декларация о том, что за основу государственной границы взять административные границы. На момент распада СССР. Да, вот с этого, поэтому мы должны стоять именно на этой линии. Ни метра назад, ни метра вперед, нам чужого не надо, но и своего не надо, едем деп. Вот надо на этом стоять. Именно есть правовая основа. Эту декларацию подписал и Рахмон подписал. Да. Так что она и ратифицирована парламентом. Здесь Таджикистан не может уйти в сторону. Они ратифицированы. Таджикистан парламент ратифицировал, Конечно, да? да. Но тут Все основные интересная документы ситуация СНГ получается. В Кыргызстане президенты, которые подписывали, уже ушли, а там сидит как раз тот человек, который подписывал это соглашение. И вот они начинают там сказки рассказывать, поднимают старые карты 24-27 годов. Хотя... По некоторым картам и вообще Мургаб, Дергитал и вообще Горный Бадахшан был в составе Кыргызской АССР, по другим картам, если посмотреть. Ну вот, что теперь надо делать, как вы считаете? Здесь, во-первых, вот продолжая вот этот разговор, они бы рассчитывали на что? Они рассчитывали еще вот 99-й Баткен и другие события. Мирное население всегда покидает. И мы сами тоже эвакуируем мирное население. Они думали, население Лялякского района бежит. А потом они спокойно займут эту территорию, будет торг. Ворох и Ляляк. И поставят, значит, признаете, что Ворох, там, соедините эти территории, а потом мы вам освободим Ляляк. Вот такие. А могли и не освободить, может быть? Да, Могли не еще освободить, да. Торг был, они вот на это, они на что рассчитывали? Что они вот этой ситуации, пограничный скандал, вторжение, неразбериха, и как раз недовольная оппозиция поднимется, и теперь будет смена власти новой. Вот как этот бывший министр иностранных дел сказал, что они чуть-чуть президентов своих выгоняют, занимают новые и так далее. Но действительно, тут выборы, тут еще принятие новой конституции, вот эта ситуация. Они думали, что они в этой ситуации, им будет не до границы. Но здесь наши специалисты оказались на высоте, слава богу. Но здесь надо один момент такой есть. Пограничников, вообще военных вспоминаем только в такой ситуации, когда возникает у них необходимость. 99-й год события показали, что вообще у нас в армии в загоне были солдаты, которые вообще автомат Калашникова собрать, разобрать только умели, а навыков стрельбы не было. Вот поэтому это давние, еще древние греки говорили, и еще средневековье, хочешь мира, готовься к войне. Надо солдатам дать хорошее оружие.
накормить его, одеть, обуть и создать условия. Вот тогда будут они охранять. И так все равно. Можно У я нас, вот закончу? у нас время осталось очень мало, 1-2 минуты, да, очень Давайте коротко. закончим. Значит, что я предлагаю? Значит, я предлагаю такое. Значит, очень острый вопрос стоит о применении оружия нашими военнослужащими, как погранслужбы, так внутренних войск, так и Министерства обороны. Необходимо на законодательном уровне упростить процедуру применения оружия при возникновении угрозы безопасности Кыргызстана. Именно, чтобы офицер, солдат, когда дает приказ на применение оружия в отношении вторгшегося противника, он чтобы не боялся прокурора. Правильно я говорю или нет? Правильно? Чтобы военного прокурора не было. Потому что, как наши офицеры говорят, применение с оружия по нарушителям, прокурор тебя, говорит, замучит, военный прокурор, допросами, возбуждает на тебя дело, говорит, и все. Это раз. Мог бы Тут не же еще и применять, коррупция почему есть. применял и так далее. Да. Причем начинают разбираться люди, которые вообще стрелять не умеют. Не умеет, да. Сами. Да. Это раз, это законодательно упростить. Второе, упростить или регламентировать вопрос применения оружия со стороны Министерства обороны. Вот мы столкнулись с плохой ситуацией. Почему? Наш министр обороны не мог дать команду на применение оружия, Да. когда противник вторгся. Сама ситуация говорит, если противник вторгся, открыто на БМП, БТР, их надо стрелять. Он не принял решение. Почему? Потому что он должен был согласовывать свое решение с первыми лицами государства. Это тоже надо изменить, корни изменить. Прописать в законе. Идет военное вторжение, любой начальник или командир роты применяет оружие. Правильно я говорю? Групповое оружие. Правильно? Не дожидаясь министра обороны, не дожидаясь команды сверху. Это будет в интересах оперативной ситуации. Ситуация возникает такая, что надо стрелять, и все. И не бояться команды. Следующее. Необходимо, вот вы все рассказали вот, про менталитет таджикский. Это люди чисто, это восточно-иранские, говорят на восточно-иранских языках, и менталитет соответствующий. Вы знаете, по Афганистану это очень коварные люди, которые не сдержат слова. Но это не, это... Ну, лучше об этом, эти Нет. вопросы лучше не Нет, это затрагивать. психология, это психология, надо считаться. В Афганистане я служил, я знаю, вот, поэтому говорю. И мой коллега тоже подтвердит. Туда необходимо на юг передислоцировать войсковые части с техникой, Крупнять надо. укрупнять. Еще стоит часть рыбачья, Койташе. Всех надо переправлять. Одну часть поставить Исфане, вторую часть поставить в Баткене. Тот батальон, который находится в Министерстве обороны в Бузуме, их надо в оперативное подчинение погранслужбе передать. Саму погранслужбу, МЧС и часть Министерства обороны необходимо передислоцировать на юг. Вот тогда будет ударная сила, и тогда будет таджикская сторона считаться будет. Она будет знать, что пойдет по зубам дать. Вот как сейчас пограничники, почему остановили таджиков? Потому что у них уже резервов не оставалось, по большому счету. Никаких резервов не было. И наши военнослужащие пограничники проявили героизм и остановили их. Вот я вот так предлагаю вот эти моменты. Очень коротко, если вы 1 минуту. А еще один вопрос, короче. Да. Вот первый вопрос такой. Использовалась авиация Таджикистана, боевая авиация, Ми-24 и транспортный Ми-8. Вопрос. Их передали, Кто? ну передали, союзники передали, не для того, чтобы они стреляли по кыргызам, их передавали для усиления афгано-таджикской границы. Почему не дислоцируются? Ведь смотри, вот эта эскадрилья ВВС Таджикистана. Оказалось там, да? Ну, вот, вы же видели, стреляли там, нуждами Да. стреляли. Да. Это тоже вопрос надо поднять к МИДу, чтобы передислоцировали вот эту ВВС, базу свою, на таджикскую, афганскую границу. Союзники передали, это Россия, да? Для усиления охраны границы с Афганистаном. Но не с Кыргызстаном же, вот в чем дело. Мгм. Очень коротко, если вы... Здесь надо, вот эти очень правильно поднимаются вопросы, надо компетентные решения принимать. Если не в вашей компетенции, лучше посоветоваться со специалистами. И определение границ, решение других вопросов, это кавалерийским наскоком нельзя делать. Это есть отработанные механизмы. Они делаются каким способом? Вот как медицина, тоже консервативная область. Путем переговоров. За столом переговоров надо решать эти вопросы. Когда переговоры будут успешны, если вот эти вопросы решать, у нас будет боеспособная армия, у нас будет, пограничники будут на высоте, и МИДу легче будет вести переговоры. А не там кавалерийскими наскоками, вот решим, вот это нет, это конкретные сроки. Надо немножко изучить опыт предыдущих лет.
изучить опыт, как решается вопрос. У нас один специалист говорил, вот мы с Китаем решили вопрос, что нам остальные государства. Это было политическое решение с Китаем, границу мы решали. Это совершенно другая ситуация. Зиан Цзимин сам прилетал дважды Да. в Бишкек. Да, это потом шанхайская пятерка, потом ШОС зародилась на этом. Это длительная долговременная стратегия Пекина была. А здесь уже другая ситуация. Поэтому здесь авторитарные государства решают все. Здесь затрагивается что? Мы не должны забывать, почему им определение границ не нужно. Им нужно, чтобы вот такая граница была открыта, чтобы были скандалы, чтобы показать, что тут есть лидер нации. И контрабанда. Вот этот лидер нации их защищает, что вот он мобилизует их. Видите, как он там разговаривает с ними. И там контрабанда она идет и наркотиков, с другой стороны, горючий материал в ту сторону идет. Это в интересах определенного круга, не населения Таджикистана. Поэтому есть ситуация такая. Вот поэтому вот правильно, надо вот этой линии продолжать. Жесткий заслон поставить и решать принципиальные вопросы. Теперь один вопрос еще такой. ОДКБ. Нужна нам эта организация или не нужна? Ну, даже если мы скажем не нужна, мы не сможем Нет. многих вещей сделать. Нет, это надо принципиально эти вопросы поставить и решить на вопросы это на соответствующем уровне. Почему однобокость и вот такие ситуациях, когда у нас вторжение было в Баткене, тоже особо сильную поддержку мы не получали. И в июльских событиях Ошских Да. 2010 года Да, тоже а самое потом, было. потом Медведев потом сказал, там мы и не собирались вам БТР давать. Даже один БТР просил Атамбаева. Так что поэтому надо, вот как в свое время Мао Цзэдун говорил, Опора на собственные силы. Да, только на собственные Нам силы. надо укреплять единство населения, народа. Наш боевой дух наших войск очень хороший. Им только надо одеть, а будет дать вооружение соответствующее. Еще один вопрос, да. Да. Вот такой вопрос. Вот мы оцениваем очень высоко дух пограничной службы и внутренних войск. Необходимо отметить, что полгода решается вопрос о поднятии должностных окладов пограничной службы до уровня ККНБ. Полгода прошло. В декабре обещали. Вот ребята ждут и не могут. Вот это же тот воинский подвиг, который они совершили. Надо же, должно быть оценено достойно. И пора уже решить вопрос о том, чтобы на одном уровне взять оклады пограничников. Их объединили, И ввели я- в состав, а зарплаты остались прежними, да? На 60% меньше зарплата у них, Да. у пограничников, чем у Вот, сотрудников КГБ. видите ли, пограничные войска, как союз распался, остались вообще. Кто раньше встает, тот и хочет командовать пограничными войсками. Первое Министерство обороны забрали, потом выделили отдельно, потом ГКМБ дважды уже, теперь уже третий раз распоряжение ГКМБ. Ну, надо решить вопрос. И потом соседи видят, вот эти неразберики, вот эти сутолоки, они на это и рассчитывали. Они на это рассчитывали, да, Да. захватить нашу территорию, да. Конечно. Спасибо большое. У нас время вышло. Мы обсуждали ситуацию на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. У нас были в гостях Орозбек Молдалиев, политолог, кандидат политических наук и эксперт по вопросам безопасности, и Мунар Есенбаев, эксперт по пограничной безопасности, полковник. Спасибо большое. До свидания. Вам спасибо, что пригласили.